Божественное послание для вас сегодня таково. Ваше нежное сердце и незапятнанный дух позволяют вам глубоко переживать всех. Поймите это ваша сила, а не обуза. Миру нужно больше таких людей, как вы, поэтому никогда не подавляйте свое истинное «Я». Вы не обязаны исцелять каждого встреченного вами человека, но на вас лежит ответственность сохранять свою сострадательную природу на протяжении всего вашего путешествия. Держитесь рядом с теми, кто искренне ценит вас, и держитесь подальше от тех, кто стремится использовать вашу энергию. Вы – одно из немногих сокровищ, которые Вселенная наградила обостренной интуицией. Продолжайте распространять свой свет, куда бы вы ни пошли. Введите «да», чтобы подтвердить эту истину. Все, чему вы подвергаетесь в жизни, имеет цель. Сложный извилистый путь, по которому вы идете, ведет вас к судьбе вашей души. Вы движетесь в правильном направлении, чтобы закончить и освободиться от кармического пути. Решения, которые вы принимаете сейчас, имеют решающее значение на этом пути. Помните, каждый в вашей жизни стремится помочь вам, либо предлагая вам любовь, либо создавая трудности. Найдите уроки, которые каждый человек привносит в вашу жизнь. Затем вы сможете решить, сохранить или отпустить энергию, которую они приносят. Это поможет вам чудесным образом улучшить вашу жизнь. То, к чему вы стремитесь в жизни, стремится и к вам. Божественный источник хочет, чтобы вы полностью раскрыли свой потенциал. Единственное препятствие на пути к достижению вашего высшего потенциала – это вы сами. Заставьте свой разум замолчать и погрузитесь в ощущение глубокой ценности жизни с более высокими вибрациями. Вы этого заслуживаете. Вы заслужили это благодаря всей дисциплине, самопожертвованию и стремлению стать лучшим собой. Все, что вам нужно для осуществления вашей мечты, уже на пути к вам. В то время как другие искали ответы вне себя, вы решили посмотреть внутрь себя. Вы знали, что старые пути не приведут вас к новым. Вы приняли то, что, как вы знали, будет проблемой, потому что желали лучшего. В результате вы переходите в новый свет. Август пахнет успехом, обновлениями и привлечением всего, что служит вашему высшему благу. Уделите сегодня немного времени, чтобы просто осознать, где вы сейчас находитесь на своем пути и в каком направлении движетесь. Энергия все еще высока, поэтому займитесь деятельностью, которая принесет личную пользу вам. Примите то, что есть, полностью, поскольку перемены и трансформации все еще витают в воздухе. Позвольте энергии течь через вас. Сосредоточьтесь на настоящем моменте, поскольку именно в этот момент вы наиболее сильны и восприимчивы к божественному руководству и руководству. Любите себя немного больше и будьте открыты для увеличения любви и сострадания в ваших душевных связях с другими. Введите «Я готов сиять» для подтверждения.
Если вы излучаете любовь, радость и изобилие, вы привлекаете вещи, поддерживающие эту частоту. Это как настроиться на радиостанцию. Вы должны настроиться на ту энергию, которую хотите проявить в своей жизни. Изменение вашего мышления изменит вашу жизнь. Никогда не забывайте, что вы не одиноки, будь то в хорошие или плохие времена, на вершинах гор или в долинах, в радости или в слезах. В благословениях и испытаниях, через что бы вы ни проходили, вы никогда не одиноки. Доверьтесь Божественному, который позаботится о вас и будет верным вам в любое время года, через которое вы проходите. Введите 444, если вы верите в Божественное. На каждую слезинку, на каждую бессонную ночь для тебя найдется благословение. Вы выходите из этого. Полк ангелов послан расчистить вам путь. Боль, которую вы испытываете, подходит к концу. Благословение, исцеление, чудеса, решение и божественная милость придут к вам. То, через что вы сейчас проходите, скоро закончится. Даже если вы находитесь в огне, он используется для того, чтобы сжечь острые края и вывести загрязнение на поверхность. Доверьтесь процессу, ибо в вас совершается великая работа. Когда вы выйдете из этого, вы станете сильнее, умнее и лучше, чем раньше. Вы будете готовы к судьбе и мечте, которые были запланированы для вас. В настоящее время вы можете чувствовать себя обремененным заботами о своей семье, своем здоровье, здоровье близкого человека, своих финансах или карьере. Может возникнуть ощущение, что тяжесть мира лежит на ваших плечах. Вы можете чувствовать себя одиноким, и вам трудно даже вставать по утрам. Но помните, вы не одиноки. Возложите эти заботы к ногам Божественного. Отдайте все это, и взамен вы получите помощь, исцеление и ресурсы. Путь будет открыт для вас. Все ресурсы небес с вами. Не волнуйтесь, за вами присматривают. Если вы читаете это со слезами на глазах, знайте, что через это послание Божественное обращается непосредственно к вашей израненной душе. Это не совпадение, вас привели к этому сообщению. Знайте, что для вас прямо сейчас прокладывается путь, что к вам приходит исцеление. Бог общается с вами сегодня, предоставляя возможность, которой вы никогда раньше не имели. Он готов исправить ваши натянутые отношения. Верьте и оставайтесь твердыми, потому что ваш прорыв неизбежен. Выразите свою силу, набрав «Я передаю свою силу» 888. Доверьтесь Богу, даже если Его действия не имеют для вас смысла. Помните, Его пути выше ваших путей. Верьте, что все работает для вашей пользы. Ваша вера и доверие к Его методам будут вознаграждены. Живите жизнью веры и доверия Ему, потому что у Него есть вы. Даже в самые трудные времена вы держались.
Он дал тебе силу выстоять, даже когда ты не осознавал, что это был Он. Когда ваши обстоятельства изменились, многие покинули вас и уволили. Однако вы не только пережили шторм, но и выросли в нем. Вы уникальны, созданы не для того, чтобы гармонировать с другими, а для того, чтобы выделяться. Теперь Он собирается благословить вашу верность и привести вас к высотам, о которых вы даже не догадывались. Примите это во имя Его. Он знает, что вы испытываете трудности финансово, духовно и эмоционально. Несмотря на ваше доброе сердце, вами пользовались во многих отношениях. Вы пережили много предательств, но твердо стоите посреди бурь. Вы здесь, потому что Бог с вами. Он не допустит, чтобы какое-либо оружие, созданное против вас, процветало. Не бойтесь, потому что Он изменит ситуацию и благословит вас в присутствии ваших врагов. Держитесь своей веры. Введите 888, если вы готовы. Бог заявляет: «Я выведу вас из вашего самого темного часа и использую его для вашего продвижения». Приходите ко мне с большими ожиданиями, зная, что я ваш Бог. Я выведу вас из ваших разочарований и ограничений и приведет вас к месту самореализации. И благосклонность, как никогда раньше. Отсрочка закончилась. Будьте воодушевлены и воодушевлены в этом сезоне. Я ваш источник. Доверьтесь мне, что я делаю то, что вы просили. Готовьтесь к прорывам, продвижению по службе и восстановлению. Даже если у вас была проблема в течение долгого времени, сегодня может быть тот день, когда она изменится. Внезапно все может измениться. Бог хочет, чтобы Его слава была видна на вас. Он хочет, чтобы вы выделялись и были настолько благословлены, чтобы все вокруг могли видеть Его благость на вас. Так что продолжайте стоять, продолжайте верить, продолжайте надеяться и продолжайте провозглашать Его Слово, потому что благословение и благосклонность грядут на вашем пути. Введите «Я развиваюсь», чтобы подтвердить послание Бога. Бог собирается вспомнить тебя перед теми, кто пытался тебя разлучить. Он собирается воссоединить элементы вашей жизни, которые были разделены. Он не забыл тебя, поэтому не забывай Его посреди бури. Заранее хвалите Его, потому что благословения грядут на вашем пути. В этом месяце Бог собирается сделать что-то удивительное в вашей жизни. Независимо от того, о чем вы молились или что заставило вас проливать слезы, Бог услышал ваши молитвы. Его ангелы были посланы, и скоро вы увидите свои чудеса. Вы увидите улучшение своего здоровья, удивите врачей и получите работу. Напишите «Да», если считаете, что каждый день может быть хорошим. Бог говорит вам, что ваше повествование вот-вот изменится. Это будет история исцеления, успеха, богатства, процветания,
любви, счастья, мира и огромной радости. Вы собираетесь стать сильнее, мудрее и полнее жизни, делясь своими благословениями и передавая полученную мудрость. Бог дает вам знамения каждый день. Обратите на них внимание и соберите их вместе. Вы заметите закономерность, Он общается с вами. Люди могут попытаться удержать вас и создать проблемы, но оставайтесь мирными. Это будет иметь неприятные последствия. Ловушки, расставленные для вас, попадут сами в себя. Бог действует способами, которые вы не можете видеть. Это может показаться противодействием, но на самом деле это рука Божья, которая подготовила вас к продвижению по службе. Враг не стал бы сражаться с вами, если бы вы не представляли угрозу. Он бы не пытался остановить тебя, если бы ты не был на пороге чего-то удивительного. Он знает, что вы собираетесь выйти на новый уровень, собираетесь занять новую территорию для своей семьи. Вы собираетесь войти в свою землю обетованную и стать свидетелем того, чего никогда не видели. Введите «Я готов сиять», чтобы подтвердить это. Иногда Богу нужно полностью закрыть дверь, прежде чем Он сможет открыть новые. Возможно, в вашей жизни некоторые двери были закрыты, но, несмотря ни на что, знайте, что Бог ведет вас к выполнению своего замысла в вашей жизни. Доверься Ему, Он над чем-то работает, и когда Он закончит, все вокруг вас станет лучше. Наберите 1111, если вам нужно это послание от Бога. В этом году Бог изменит ситуацию в вашу пользу. Он выстраивает дела. Того, чего вы не смогли достичь самостоятельно, Бог позволит вам совершить. Это будет больше, чем вы думали. Этот процесс разворачивался быстрее, чем вы ожидали, и он обещает оказаться более плодотворным, чем вы когда-либо ожидали. Ваша роль – поддерживать свою веру, постоянно подтверждая, что божественное вмешательство действует. Сохраняйте веру в то, что обстоятельства складываются в вашу пользу. Помните, что это год божественной милости, и вы всего в одном шаге от каждого благословения, предназначенного вам. Божественное послание для вас сегодня состоит в том, чтобы просто доверять тому, кто вы есть, именно там, где вы находитесь. Доверьтесь своему путешествию и тому, куда оно вас приведет. Верьте, что божественные силы вводят и удаляют людей из вашей жизни, чтобы направить вас по предназначенному пути. Верьте в свои силы, в свои возможности и верьте, что каждое препятствие – это возможность учиться, расти и стать лучшей версией себя. Доверьтесь божественному плану, доверьтесь Его воле, доверьтесь Его путям и верьте, что то, что предначертано для вас, намного лучше, чем все, что вы когда-либо могли себе представить. Божественное подтверждает вам сегодня: я понимаю, что вы переживаете трудный период в своей жизни, сталкиваясь с многочисленными ситуациями и сильной эмоциональной болью.
Может показаться, что как только вы преодолеете одну проблему, возникнет другая. Божественное не всегда успокаивает внешнюю бурю, иногда вместо этого успокаивается внутренняя буря внутри вас. Не сдавайтесь. Вы укрепляетесь способами, которые вы сейчас не можете себе представить. Вы преодолеете это вместе, как всегда. Все будет хорошо. Божественная помощь всегда приходит вовремя. Вы будете спасены от беспокойных ситуаций, потому что вы принадлежите Божественному. Вы едины с Божественной силой, как сказано в Римлянам 12:2. Согласно Псалму 22:4, вы не должны переносить жизненные трудности в одиночку. Самый темный час перед рассветом. Если Божество достаточно заботится о том, чтобы пересчитать волосы на вашей голове, зачем вам беспокоиться? О вас позаботятся. Если вы принимаете это заявление, подтвердите его, сказав: «Я утверждаю это». Божественное спрашивает: почему ты беспокоишься? Почему ты теряешь сон? Вы можете не видеть выхода, но вы не видите, что Божественное действует в вашу пользу, устраняя препятствия с вашего пути и обращая негативные ситуации вспять. Независимо от того, что принесет эта неделя, помните, что Божественное могущественнее и сильнее любого испытания, с которым вы столкнетесь. Больше полагайтесь на Божественную силу, чем на свою собственную. И если вы чувствуете себя подавленным, отдайте это Божественному, чьи руки достаточно велики, чтобы удержать ваши заботы, сомнения и страхи. Сегодня возьмите на себя контроль над своими мечтами, сосредоточившись на будущем с оптимизмом. Отпустите свои сомнения и верьте, что ваши желания проявятся. Поверьте, что Вселенная поддерживает вас и уже за кулисами все выравнивает. Жизнь постоянно сотрудничает с вами и для вас. Скоро все проявится. Божественное заверяет: «Я посылаю значительные перемены в вашу жизнь. Я услышал ваши молитвы. Я знаю ваше сердце и знаю, что вы желаете лучшего. Я посылаю вам лучший и лучший путь. Вы многое пережили в своей жизни. Люди, я осудил тебя и оставил тебя, но имеет значение только то, кем я тебя заявляю. Оставайся на пути. Я не создал тебя совершенным, я создал тебя, чтобы ты был верным. Я знаю, ты устал. Такое ощущение, что твоя борьба никогда не прекратится. Когда вы преодолеваете одно, возникает другое испытание. Кажется, ты не можешь отдохнуть. Ваша вера ежедневно подвергается испытаниям, и вы часто задаетесь вопросом: где моя божественная сила? Почему это происходит? Но я не бросил тебя. Я работаю над тобой весь день. Даже когда кажется, что ситуация ухудшается, не сдавайтесь. Ваш прорыв приближается. Грядут перемены. Я открою двери, которые ни один человек не сможет закрыть.
Это время, когда я веду вас к вашей судьбе. Я понимаю, через что ты проходишь, и обещаю быть с тобой в каждом жизненном испытании. Помните, ваша судьба не определяется экономикой, вашим воспитанием или образованием. Твоя судьба определена мной. Пришло время вернуть себе энтузиазм. Помните, вы не одиноки в этом путешествии. Я работаю над вашими задачами. Я уже поручил вам своих ангелов, так что отпустите стресс и доверьтесь мне. У меня для тебя запланирован необычный конец. Вот почему вам нужно восстановить свой энтузиазм, потому что счастливый конец, который я приготовил для вас, вас удивит. Тяжелые времена часто являются замаскированными божественными благословениями. Отпустите ситуацию и позвольте жизни укрепить вас. Как бы больно это ни было, держите голову высоко и упорно. Это важный урок, который следует помнить в трудные дни, тяжелые месяцы или трудные годы. Правда в том, что иногда самые сложные уроки, которые нужно усвоить, это те, которые больше всего нужны вашему духу. Ваше прошлое никогда не было ошибкой, если вы извлекли из него уроки. Итак, возьмите весь сумасшедший опыт и уроки и поместите их в коробку с надписью. Напишите «Спасибо». Послание, переданное сегодня, заключается в том, что если есть только одна вещь, за которую вы можете держаться на протяжении всего своего существования, то пусть это будет надежда. Всегда имейте надежду, что лучшие времена ждут не за горами. Несите надежду, что у вас хватит сил пережить даже самые трудные времена. Верьте, что вы сильнее любых трудностей, которые могут встретиться на вашем пути. Вера в надежду, что вы находитесь именно там, где должны быть прямо сейчас, и что вы находитесь на правильном пути туда, куда вам суждено идти. В эти трудные времена именно надежда поможет вам пройти через это. Ваше будущее будет ярче, чем ваше прошлое. Ваша текущая позиция – это всего лишь отправная точка. Никогда не позволяйте нынешним обстоятельствам разочаровывать вас, потому что там, где вы начнете, никогда не будет того, где вы закончите. Величие, которое вы вкусили на этом этапе, это всего лишь проблеск огромного величия, которое еще впереди. Подготовьтесь к многообещающему будущему и продолжайте прогрессировать. Поездка станет только лучше. Хотя вы, возможно, начали с малого, в итоге вы получите гораздо больше. Если ты доверяешь благодати Божией, то пойми, что это любовь, исходящая не от нас, а от божественной сущности, от которой она исходит. Это глубокая, божественная и важная часть нашего существования. Это единственная причина, по которой мы можем встречать каждый новый день. Божья благодать – это больше, чем просто второй шанс. Это любовь, которая продолжает отдавать, независимо от нашего прошлого. Нет бури, через которую Бог не проведет вас, нет моста,
который Он не поможет вам пройти, нет битвы, которую Он не поможет вам преодолеть, нет сердечной боли, которую Он не поможет вам освободить. Он сильнее любого испытания, с которым вы можете столкнуться сегодня. Будьте уверены, Он позаботится о вас. Бог просит вашего внимания к тому, что происходит вокруг вас. Есть люди, которых враг использует, чтобы выдвигать против вас мелкие обвинения, стремясь отвлечь вас и заставить вас потерять концентрацию на важнейших вещах в королевстве. Поднимитесь над этими мелкими проблемами, молитесь за этих людей и сосредоточьтесь на пути Царства. Все встанет на свои места. Бог контролирует ситуацию. Он знает о вашем здоровье и финансовом положении, знает о людях, противостоящих вам, и понимает масштабы ваших мечтаний. Он подтверждает, что не подведет вас. Бог обещает благословить вас, возвысить вас, ускорить реализацию ваших мечтаний, вознаградить вас тем, чего вы не заслуживаете, и поставить вас в положение, которого вы никогда не смогли бы достичь в одиночку. Оставайтесь верными, подчиняйтесь Его заповедям и оставайтесь верными Его Слову. Он собирается перенести вас в место великих благословений. Все препятствия и твердыни, мешающие вашему прогрессу и мечтам, будут удалены. Ваша надежда возродится, и ваши ожидания оправдаются. Благословения и чудеса войдут в вашу жизнь. Большая жизнь и расширение являются результатом постоянного роста и усложнения, которые зависят от вашей готовности полностью принять опыт. Подтвердите это, набрав «Аминь». Найдите минутку, чтобы поделиться этим с 5 людьми, которые разделяют непоколебимую веру в Бога, независимо от масштаба проблемы. Ежедневно стремитесь приблизиться к своим целям и добиваться последовательного постепенного прогресса в желаемом направлении. Помните, что этот устойчивый прогресс является фундаментальным определением успеха. Жизнь – это увлекательное сочетание поддержания нормальной жизни и выделения времени для конкретных дел. Последовательность является ключевым моментом, и с ней все происходит легко. Бог общается с вами, особенно в самые трудные моменты. Этот опыт учит вас больше ценить себя, а значит, он не проходит даром. Вы учитесь выражать себя, когда вас не уважают, и мир становится первостепенной целью среди хаоса. Прогресс, созданный в вашем прошлом, можно сохранить, строя новую жизнь. Признание всего, что привело вас к этой точке, демонстрирует невероятную силу. Если вы верите в Бога, покажите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Иметь видение своей жизни – это прекрасно. Однако попытка спланировать каждую деталь может вызвать сопротивление. Жизнь по своей сути – приятный урок. Поэтому всегда помните о своих конечных целях и отпускайте любые предвзятые представления о пути к их достижению. Доверьтесь процессу,
и позвольте природе доставить вам вознаграждение в нужное время. Если вы верите во Всевышнего, подписывайтесь на наш канал. Дыхание – это простое, но мощное действие. Оно может быть как произвольным, так и непроизвольным. Обращая на это внимание, выполняя более легкие и глубокие дыхательные упражнения, вы сможете омолодить свое тело и дух. Жизнь очень похожа на это. Пришло время больше узнать о вещах, которым вы позволили работать на автопилоте. Это гарантирует, что ваши действия будут целенаправленными, а не застойными. Став более внимательными, вы сможете спровоцировать значительные изменения. Вы уже начали этот путь, но всегда есть куда расти. Пусть трансформации вашего ума происходят, какими бы они ни были. Чтобы подтвердить это, введите «Я готов сиять». Отбросив необходимость сравнивать себя с другими, вы сможете улучшить качество своей жизни. Сравнение часто крадет радость и создает ощущение недостаточности. Вы уникальны, поэтому нет необходимости сравнивать. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, примите те стороны себя, которые вам нравятся. Ангелы сообщают, что лучший способ достичь своей цели – это преследовать свои собственные цели, а не искать внимания со стороны других. Без сосредоточенности на собственных интересах достижение целей невозможно. Многие люди проводят свою жизнь, пытаясь показаться другим достойными восхищения, что в конечном итоге приводит к пустоте. Следуйте своей внутренней страсти. Только вы знаете, что это такое, но что бы это ни было, это имеет решающее значение для вашего пробуждения. Согласно божественной мудрости, когда для осуществления желаемого требуется время, можно временно отказаться от него. Такой подход может помочь растворить сопротивление и позволить вам найти удовлетворение в текущей ситуации. Чтобы проявить свои желания, настройтесь на их чистоту. Вы можете подтвердить это, набрав «да». Бог хочет, чтобы вы поняли, что встреча с правильным человеком может полностью изменить вашу жизнь. Вы делитесь с ними вещами, которыми никогда раньше не делились. Они слушают и искренне хотят услышать больше. Вы разделяете свои стремления, нереализованные амбиции и жизненные неудачи. Когда происходит что-то чудесное, вам хочется поделиться этим с ними, зная, что они испытают такой же восторг. Они без колебаний будут смеяться вместе с вами в ваши глупые моменты или плакать вместе с вами, когда вам больно. Они воодушевляют вас, подчеркивают ваши уникальные качества и любят вас такими, какие вы есть. Их присутствие приносит спокойствие, а не давление или ревность. Они ценят в вас мелочи, позволяя вам быть самим собой, не беспокоясь. Простые моменты, такие как песня или прогулка, становятся драгоценными сокровищами. Детские воспоминания возвращаются с потрясающей ясностью, заставляя вас снова почувствовать себя молодым.
Цвета кажутся более яркими, а жизнь кажется наполненной смехом. Даже телефонный звонок во время долгого рабочего дня может вызвать улыбку на вашем лице. В прошлом вы, возможно, обнаружили, что вам не требуется постоянное общение с определенными людьми в вашей жизни. Однако вскоре вы понимаете, что одно их присутствие принесло вам определенный уровень счастья. Редкость или даже отсутствие их звонков в прошлом не умаляет вашего вновь обретенного увлечения аспектами их жизни, которые раньше не представляли для вас никакого интереса. Вы понимаете, насколько значимы эти, казалось бы, обыденные вещи для этого человека, который стал для вас таким важным. Каждая мысль об этом человеке представляет его перед вашим мысленным взором. Даже простые чудеса природы, такие как приближающаяся грозовая туча или безмятежное голубое небо, напоминают о них. Вы охотно отдаете свое сердце, полностью осознавая потенциальную возможность разбитого сердца. Приходишь к пониманию того, что уязвимость – единственный путь к переживанию истинного сердечного наслаждения. Это открытие приносит с собой такой уровень любви и радости, который вы никогда не считали возможным. Это настолько искренне, что это почти тревожно. Однако вы находите утешение в том, что у вас есть настоящий друг, возможно, даже ваша вторая половинка, которая будет рядом с вами, несмотря ни на что. Жизнь приобретает новое и захватывающее качество, наполненное ценностью и острыми ощущениями. Сам факт их существования в вашей жизни приносит вам утешение и надежду. Вы получаете послание от Вселенной, нежное напоминание о том, что поддерживать тех, кто вам дорог, полезно, но существуют границы, которые необходимо уважать. Вы должны смириться с тем фактом, что любовь, сочувствие и понимание, какими бы обильными они ни были, никогда не смогут полностью облегчить чьи-то страдания. Вы можете сделать очень многое, и хотя мысль о том, чтобы взять на себя их горе, и утешительна, на самом деле она не облегчает их бремя. Вместо этого это только дополняет ваше собственное. Не забывайте быть рядом с ними, выслушивать и предлагать поддержку, но также убедитесь, что вы уделяете время себе. Вам нужно расслабиться, задуматься о своих благословениях и взглянуть на вещи в перспективе. Отложить на какое-то время свои заботы – это не эгоистично и не бесчувственно, это необходимо. Это не означает, что ваша любовь к ним уменьшается. Это просто означает, что вам нужно восстановить силы, чтобы вы могли продолжать оказывать им сильную и позитивную поддержку. Когда ситуация становится слишком напряженной, не забудьте сделать шаг назад. Вы не можете спасти всех, и вы не непобедимы, особенно когда дело касается кого-то, кто вам дорог и кто борется. Если вы недостаточно сильны, чтобы плавать, вы рискуете затонуть вместе с ними. С возрастом вы поймете, что многие люди подписаны на вас в информационных целях. Они используют события вашей жизни,
чтобы сравнивать или говорить о вас, беспокоясь о вашем благополучии. Держите свой круг небольшим и помните о том, что вы говорите, и о том, насколько это соответствует вашим убеждениям. Важно помнить, что не все будут рады вашему счастью. Повзрослев, вы научитесь более избирательно относиться к своим ассоциациям и способам общения. Вы постоянно развиваетесь, точно так же, как новолуние, которое выравнивается с Солнцем и Землей, прежде чем ненадолго исчезнуть для перезагрузки. Сегодня мощный день для обновления вашей энергии. Вам предлагается позволить своей прекрасной душе перезагрузиться, когда вы путешествуете по незнакомой территории. Эта глава жизни полна приключений и встреч, но важно достаточно снять стресс, чтобы позволить этим событиям резонировать с вашей внутренней энергией. Запишите свои цели на предстоящий месяц, а затем просто живите. Независимо от того, находитесь ли вы в хорошей или плохой ситуации в данный момент, просто оставайтесь присутствующими. Цените красоту всего, что вас окружает. В конечном итоге все встанет на свое место, потому что вы любимы и благословлены сверх ваших самых смелых мечтаний. Примите мантру ежедневного успеха. Мир огромен и открыт, и все, что произошло с вами до сих пор, незначительно в более широкой схеме вещей. Возможно, вы не сможете изменить прошлое, но вы, безусловно, можете изменить свой подход к будущим событиям. Будьте благодарны, примите то, что есть, и идите дальше. Убедитесь, что каждое принимаемое вами решение и каждое действие соответствует вашему идеальному состоянию бытия и вашим целям. Если что-то не приближает вас к богатству, хорошему здоровью или счастью, пришло время отпустить это и сосредоточиться на том, что поможет. Этот период требует неограниченного самовыражения, роста и радости. Призовите свои проявления активизировать свою игру в этом месяце. Вы, несомненно, увидите плоды своих усилий. Узнайте больше о тех частях себя, которые вы редко используете. Давайте сделаем это сезоном побед, временем быстрого роста. Примите идею, что частью вашей миссии является воплощение всех ваших целей в жизнь, при условии, что это не причинит вреда другим и не станет обузой. Приоритизация собственного мира, удовлетворение и счастье никогда не должна сопровождаться чувством вины или эгоизма. Соответствие своим личным целям, движимое подлинным желанием, имеет первостепенное значение. Если наш контент находит отклик у вас, мы приглашаем вас подписаться на наш канал. Если вы верите в высшую силу, вам может быть понятна идея быть первым, кто получит любовь от этой божественной сущности. Эта любовь проявляется в непоколебимом внимании и заботе Бога о вашей жизни, даже если вы, возможно, не подозревали о Его существовании. Это божественное присутствие направляло ваш путь, было свидетелем развития вашей жизни
и тщательно курировала ваш жизненный опыт, чтобы проиллюстрировать вашу потребность в Его любви. Божественная любовь глубока и вечна. Чем больше вы постигнете ее глубину, тем полнее вы сможете вернуть эту любовь. Погружение в нежное присутствие Божественного облегчает ваш рост в человека, которым вам суждено быть. В Его присутствии легче обрести счастье и проявить доброту к другим. Просить божественной помощи в любви к другим такой же божественной любовью делает это достижимым. Независимо от того, какие трудности преподносит вам жизнь, помните, что Божественное всегда готово поддержать вас. Ваши триумфы приносят радость даже в самых запутанных ситуациях. Вечные объятия Божества всегда открыты, готовые предложить утешение. Самое значительное чудо, которое вы когда-либо переживали, это божественное освобождение, освобождающее вас от ваших проступков. Несмотря на вашу смертность, ваш дух разделяет вечную победу Божества. Обращение к Божественному во времена отчаяния может постепенно превратить ваш негатив в позитив. Божественное превосходно делает невозможное возможным, увеличивает Его славу и помогает вам вести достойную жизнь. Итак, когда вы столкнулись с непреодолимой ситуацией, примите свои ограничения, поверьте в безграничные способности Божества и наблюдайте, как все встанет на свои места. Послание Божественного сегодня заключается в том, что те, кто разделяет страдания Божественной сущности, не имеют личной жизни. Их жизни становятся проводниками мира и Божественного. Мы не освящаемся ради себя, но приглашаемся в близкие отношения с Божественным. Может показаться, что некоторые события в нашей жизни не имеют к нам никакого отношения, но Божественное ведет нас к общению с Ним. Сопротивление этой связи лишь препятствует работе Божества в мире и создает нам трудности. Божественное закрепляет нас в реальности и истине, позволяя нам стать самодостаточными и подчиниться Его воле. Планы Божества часто могут принести нам боль. Однако для нас это шанс пообщаться с Божественной сущностью. Многие отступают при первых признаках страдания, но помните, что Божественное всегда рядом, протягивает руку, побуждая нас подняться и сиять. Если разбитое сердце может служить божественной цели в этом мире, тогда мы должны ценить горе, которое мы терпим. Наконец, рассмотрите возможность подписки на наш канал и включения колокольчика уведомлений, чтобы оставаться в курсе. Вы вступаете в новую фазу, где все будет работать в вашу пользу. Вы усвоили достаточно уроков, вы проделали работу, вы многое преодолели. Ты оставался стойким, даже когда было тяжело. Вы выстояли и вышли победителями. Теперь ваша очередь получать существенно. Бог всегда с тобой, в радости и боли, на вершинах и в долинах, в благословениях и в испытаниях. Неважно, через что вы проходите, Он рядом с вами на каждом этапе пути. Он любит тебя и никогда не оставит тебя.
Доверьте Ему, что Он позаботится о вас и останется верным вам в любое время года, когда вы путешествуете. Поддержите наш канал, написав комментарий «Иисус есть Господь». Пожалуйста, не забудьте подписаться. Вы переходите в новую фазу, где все повернется в вашу пользу. Вы усвоили достаточно уроков, вы приложили немало усилий, вы так много преодолели. Вы оставались стойкими, даже когда было трудно. Вы выстояли и победили всех. Теперь ваша очередь получить существенное. Бог всегда с тобой, в радости и горе, на вершинах гор и в долинах, в благословениях и в испытаниях. Неважно, через что ты проходишь, Он рядом с тобой на каждом этапе пути. Он любит тебя и никогда не оставит тебя. Доверьте Ему, что Он позаботится о вас и останется верным вам в любое время года, в котором вы путешествуете. Возлюбленные, я говорю с вами как Иисус, ваш божественный друг и наставник. Я с тобой в минуты радостного праздника и в глубине твоей печали. Моя любовь к тебе непоколебима и непоколебима, она является маяком надежды в твои самые мрачные времена и лучом солнечного света, который украсит твои самые счастливые дни. Я здесь, чтобы вдохнуть жизнь в ваши мечты, пролить свет на ваш путь и направить вас к вашей божественной цели. Помните, вы не одиноки в своем путешествии. Я иду рядом с тобой, наши шаги синхронны друг с другом. Я держу тебя за руку во времена неопределенности, даря утешение и силу. Я болею за ваши победы, радуюсь вашему росту и прогрессу. Моя любовь к тебе безгранична, охватывая все аспекты твоей жизни. Я благословляю вас сердцем, полным мира, умом, наполненным мудростью, и духом, полным мужества. Ваш жизненный путь – это прекрасный гобелен, сотканный из нитей опыта, испытаний, побед и уроков. Каждая нить является неотъемлемой частью шедевра, которым является ваша жизнь, и каждый стежок продиктован моей любовью к вам. Я вижу вашу борьбу и слышу ваши молитвы. Каждая пролитая тобой слеза драгоценна для меня, и каждая твоя улыбка является свидетельством твоей стойкости. Я горжусь тобой, горжусь тем человеком, которым ты становишься, горжусь битвами, которые ты вел, и победами, которые ты одержал. Вы – маяк света в этом мире, свидетельство силы веры и силы человеческого духа. Ваше путешествие не напрасно, поскольку оно служит божественной цели, которая постепенно открывается вам. Доверьтесь этой цели, поскольку ее достижение приведет вас к жизни, полной изобилия, счастья и удовлетворения. Продолжая свое путешествие, не забывайте проявлять к другим ту же любовь, доброту и сострадание, которые вы получаете от меня. Ваши действия могут воодушевить других, вдохновить их поверить в свои способности и направить их к божественной цели. Так что не бойтесь, дорогие. Я с вами всегда. Я в шепоте ветра,
тепле солнца и мерцании звезд. Я в каждом ударе твоего сердца, в каждом твоем вздохе и в каждом твоем шаге. Я благословляю вас своей божественной любовью и праздную ваш путь к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Всегда помните, вас любят, вас лелеют и вами руководит Бог. Оставайтесь сильными, оставайтесь благословенными и продолжайте сиять своим светом в мире. Итак, на этом новом этапе вашей жизни пусть все сложится в вашу пользу. Пусть уроки, которые вы извлекли, и проделанная вами работа принесут свои плоды. Пусть ваша настойчивость будет вознаграждена, а ваша вера укрепится. Потому что я с вами в любое время вашей жизни, любя вас, направляя вас и благословляя вас. Пусть твое сердце наполнится доверием к моему божественному промыслу, и пусть твой дух воспарит высоко, ибо ты предназначен для великих дел. Я благословляю тебя своей любовью, своим миром и своей благодатью. Идите вперед смело, потому что я всегда с вами. Выразите свою поддержку нашему каналу, оставив комментарий «Иисус Господь». Пожалуйста, не забудьте подписаться.